Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Просторами Якутии. Якутия снова на связи. За моей спиной аэропорт Якутск. Сегодня я лечу в командировку в поселок Зырян. Поснимаю там, полетаем, все вам покажу. Поехали! Накопитель регистрацию прошел. Там вон на Новосибирск самолет стоит. Ждем посадку. На посадку едем. Погодка сегодня не очень у нас. Снег идет. Вертолет стоит, на котором мой брат работает. ЧС. Судя по всему, Ан-24 борт будет. Ладно, полетим с Богом. Все, садимся в самолет. Вот наш самолетик. Регулярная авиалиния Ан-24 РВ. Сюда впереди. Подзавалено чуть-чуть. Будем слева. Здесь груз. Советского Союза. С какого года, конечно, не скажу, но тем не менее. Да. Это раковина. Здесь салфеточки гигиенические. Освежитель воздуха. Здесь полотенце вроде бы как должны быть. Ну, наверное, некрасиво унитаз показывает, но тем не менее. 200 слоев краски. Вот здесь вот меня удивила вот эта вот штука. Как-то на надежность полета это все не настраивает. Но, тем не менее, это Ан-24. Принесли завтрак. Мясная закуска. Здесь котлета с макаронами. Печенье, творожок. Бело-черный, 2 кусочка хлеба. Сливки к чаю. Шоколад и принадлежности столовые. Билет туда-обратно за 2 часа 50 минут лету стоит 50 с лишним тысяч рублей. Вот. Не знаю, стоит этот завтрак этих денег или нет. Ну, на вкус уже не буду показывать. Вроде ничего, съедобно.
Тает все. 2 дня, говорят, уже тепло. Так, минус 12 примерно. Зырянка — это поселок городского типа, который является административным центром Верхнеколымского района Якутии. Поселок расположен на левом берегу реки Колыма при впадении реки Исачная. При переписи населения 2021 года численность населения составляла 2680 человек. В 5 километрах от поселка расположено село Верхнеколымск, которое было основано еще в 1647 году как казачье зимовье. Поселок же Зырянка возник в 1937 году в связи с разработкой месторождения каменного угля. В поселке размещалось управление Зырян-Лага, исправительно-трудового лагеря, действовавшего в структуре Дальстроя. Поселок Зырянка назван в честь первооткрывателя реки Колымы Дмитрия Зыряна, который в 1643 году на Стадукинской протоке заложил зимовье, ставшее Нижнеколымским острогом. Тогда же Дмитрий Зырян со своим отрядом, поднявшись вверх по Колыме, основал Среднеколымский острог, а затем Верхнеколымскую крепость. Заселились в гостиницу. Да, для такого небольшого населенного пункта, где-то 2500-2600 населения, вполне себе сносно. Здесь кухня есть. Главное, чайник, кастрюлька, вот микроволновочка, сковородка. Вода, больше ничего не надо. Здесь уже санузел, бойлер стоит, туалет, душевая кабина. Все, будем обустраиваться. Зырянка, цены. Говорят, раза в 3 дороже, чем в городе Якутске. Корки 3000, думаю, грамм 300 здесь. Голень куриная, бедро, крылья, рыбка. При подготовке ролика наткнулся на один очень интересный факт. Оказывается, до 1987 года в Зырянке располагалось самое большое деревянное здание в Якутии. Это Дом культуры «Водник», которое, собственно, являлось главной достопримечательностью района. Здание было построено в 1945-1947 годах по спецпроекту репрессированного московского архитектора Кошечкова. Просуществовало 40 лет, и в 1987 году здание «ДК-Водник» было разобрано, несмотря на, собственно, сопротивление самих зырянцев. Зырянка топится угольными котельными вся, поэтому вот такой вот снег черный. Все быстро тает, потому что снежок черный. Слоями. На дорогах вот такое вот состояние лужи. Как-то так. Паровые корабли. Один и там, второй доход. Здесь вот второй. Расстояние от Якутска до Зырянки автомобильным транспортом, если добираться, чуть более 1500 километров. Дорога преодолевается от 2,5 до 3,5 дней. Дорога проходит по множеству горных речек, в которых
автотранспорт застревает, переворачивается и так далее. Кроме того, приходится на автомобиле преодолевать перевалы. Но дорога очень сложная. Лечу назад в город Якутск. Нашел себе иллюминатор почище. Вот решил он заснять горы. Есть два Момских хребта, получается, и хребет Черского. Скажем так, это самое начало их. Дальше будем, по ходу полета буду отснимать, показывать. Там будет еще красивее. Вот такая красота. Ну что, друзья, таким вот получилась моя поездочка, командировка моя. К сожалению, коптером мне полетать не удалось, потому что ограничения там, аэропорт Зырянка, очень мощные локаторы проводят самолеты международных рейсов. Вот, но, к сожалению, не удалось посетить местный краеведческий музей. Очень там ценные экспонаты интересные. Ну, как получилось уж. Кому понравилось, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.